Якутский Новый год в этом году в столице Республики Саха отметили 24 и 25 июня. В этот самый главный день в году люди обратились к божествам Аи, благодаря их за милость и щедрость, прося исцеления, благословения и защиты на будущий год. Проводник светлых сил провел обряд Алгыс. Так он попросил у духов природы благосклонности к народу Саха, благодатной почвы и хорошего урожая. Перед входом необходимо пройти обряд очищения, очиститься от злых духов, от дурного глаза. Наиважнейший элемент праздника – Огохай. В древний танец поклонения солнцу встали сотни людей. Танцуя по направлению движения солнца, они благодарят небесное светило за свет и тепло, подаренные людям. Считается, что участие в Огохае сулит благополучие и наполнение энергией и новыми силами. Ведет всех участников Огохая Огохайчит. Он запевает песню, а остальные повторяют за ним. Нередко большие хороводы устраиваются в течение 3 дней и ночей. Вот и в этом году он продолжался до самого утра. Мы очень рады, что продолжаем традиции наших старших поколений, потому что якутский традиционный национальный праздник всех, особенно его торжественное открытие, его церемония, приезжие делегации очень восхищаются уровнем этого представления торжественной части успеха. И сейчас это тоже повторил руководитель делегации из Китайской Народной Республики. И мы очень гордимся, что национальный праздник всех, его украшение – это Осохай. Один из священных символов народа Саха – это канавязь, по-якутски серге. Здесь после долгой зимы принято набираться энергии на грядущий год. Серге покрыта языческой резьбой. С целью задобрить небесных кобылиц серге украшают цветными лентами салама. Перед началом церемонии открытия национального праздника все гости приняли участие в обряде завязывания салама. В этом году обряд проводился в знак поддержки главы Республики Саха Айсена Николаева перед выборами, которые пройдут этой осенью. Главным подарком к этому празднику стала новость о рождении в Якутии миллионного жителя. Об этом на церемонии открытия объявил глава республики. И это великая радость не только для этой семьи, не только для ее родных и близких, но и для всего народа Якутии. Потому что это миллионный житель Якутии. Нас миллион! Благословенна та земля, где рождаются дети, где слышен детский смех. Значит, у нашей Якутии светлое будущее. Почетными гостями на празднике стали делегации из Китая и из Генерального консульства Китайской Народной Республики в Хабаровске. Позвольте мне от имени всех китайских друзей, от себя лично, от имени чрезвычайного полномочного посла Китая в России господин Чан Ханхуй выразить всем вам теплые и искренние поздравления. В эти дни прекрасные пейзажи, гостеприимные якутские друзья и уникальная культура рождают во мне и моих китайских коллегах самые теплые чувства. Мир освещается солнцем, и мы очень рады, что имеем возможность вместе с якутскими друзьями отметить праздник с грандиозными церемониями, веселыми песнями и танцами. Гостей в этот праздник традиционно угощали национальными блюдами. На столе кумыс из молока кобылы, оладьи и жеребятина. Кумыс испокон веков считался священным, богатырским, целебным напитком. Кумысопитию даже посвящен отдельный ритуал. Этот обряд является апогеем праздника. Звучат здравицы, все по очереди пьют кумыс из сосуда, который называется чорон. В конкурсе кумыса в этом году приняли участие 15 лучших производителей, в том числе агропрофилированные школы. Например, участники из Балаганнахской средней школы Верхневилюйского улуса
содержит 3 стада лошадей. На уроках производства дети знакомятся с трудом коневодов-табунщиков, их учат доить лошадей, делать разные поделки из конского волоса. Школа 30 лет работает по этой методике. Многие выпускники открывают свои сельхозкооперативы по разведению лошадей или держат их в своем хозяйстве. По словам организаторов и участников конкурса, фестиваль кумыса из года в год помогает повышать престиж и популяризацию кумыса, улучшать качество и совершенствовать технологию изготовления якутского напитка. Баламнасская школа имеет 30 голов лошадей, и каждый год у нас работает лагерь «Кумыс», и в этом лагере ребята лечатся кумысом. У нас кумысопитие, она содержит много полезных белков и жиров. В последние годы люди уделяют особое внимание своим костюмам. Якутские модницы шьют наряды еще зимой. В национальном наряде каждый элемент имеет значение даже цвет одежды. Поскольку мы являемся детьми природы, для народа Саха основными цветами являются белый, желтый и зеленый. К примеру, желтый цвет обозначает цвет солнца. Украшения традиционно создавались из серебра. Якутские мастера уже в древности виртуозно владели множеством приемов художественной обработки металла, секреты которых передавались из поколения в поколение. Полный комплект украшений из серебра мог весить до 25 килограммов. Современные якутянки носят украшения не только из серебра, но и из бисера, бересты и других материалов. Особый интерес у гостей вызывает тюгюльге кузнецов. Опытные кузнецы провели мастер-классы по изготовлению хамуса для своих юных последователей. Мастера со всех концов республики приехали, чтобы обучить своему ремеслу всех желающих. Так кузнечное искусство продолжает передаваться из поколения в поколение. Я с 14 лет уже занимаюсь этим. Я вот в ансамбле играл, выступал там, на хамусе играл. А там у нас язычки ломались, и вот пришлось как бы самому все сделать. И там уже пошло-поехало. Главный инструмент народа Саха – это хомус. На нем умеет играть практически каждый с детства. Сейчас мы попробуем сыграть на новеньком хомусе. Любителей чарующей музыки и талантливых хомусистов собрал вокруг себя конкурс семейных ансамблей в органной музыке. Конкурс состоялся по нескольким номинациям. Члены жюри оценивали участников по 5-бальной системе. Это традиционное исполнение с применением народных стилей и приемов, музыкальность, раскрытие темы и другие. Победители и призеры конкурса были награждены ценными призами. Все исходит от семьи, да? Культура наша, наш язык. Поэтому, чтобы пропагандировать игру на хамусе внутри семьи, мы ежегодно проводим данный конкурс. Конкурс проводится в 2 этапа. Первый этап – это визитка, вторая – это непосредственно игра на хамусе. Конкурсантов жюри будет оценивать, конечно же, оригинальность визитки, традиционность одежды, а также мастерство игры на хамусе и филигранное сочетание традиционных приемов игры на хамусе. Любители охоты, рыбалки и просто интересующиеся посетили мастер-класс по изготовлению якутского ножа, который издревле славится своей прочностью и надежностью. Процесс занимает примерно час-полтора, где-то так. Сейчас светло, поэтому мешает кузнецам. Кузнецы обычно работают вечером, в темное время. Там свет хорошо видно. Выводит форму, потом долг кует тоже, да? Потом уже идет закалка, отпуск и уже шлифовка, полировка и рукоятку. Ручка якутского ножа традиционно изготавливается из березового капа корень. Вот. Она легкая и прочная, и теплая в руке. У нас зима холодная, поэтому охотники, да, промысловики, которые работают на улице, да, разделывают туши зверка, там, туши зверей, да, они вот любят именно вот из такой рукояти. Она не скользит и тепло в руке. Еще одним примечательным подарком в этот день стала вышитая карта республики. Ее изготовили мастера декоративно-прикладного искусства. К акции привлекли более 60 мастериц из разных районов Якутии. Она проводилась с 27 апреля по 1 июня этого года. Участники вручную вышили карту республики с использованием традиционного орнамента и традиционных символов Якутии. Кроме карты, участники вышили и герб своего района, которые вошли в общую экспозицию.
Ну а самым главным событием ИГЭХа Туймады 2023 стали традиционные игры Дыгына. Победителем стал Вячеслав Дьяконов. Намский атлет с третьей попытки сумел завоевать звание чемпиона в этом состязании. Ему вручили главный приз в размере 1 миллиона рублей. Обладателю второго места Артему Варданяну вручили квадроцикл, а бронзовому призеру Айсену Батуеву моторную лодку. Эмоции хорошие. Все хорошо. Отлично. Я уже где-то 6 лет уже тренируюсь. Спустя 6 лет выиграл. За 2 дня местность Юсхатын посетили 235 тысяч гостей. С каждым годом национальный праздник собирает вокруг себя все больше не только жителей республики, но и гостей из других регионов страны. Я первый раз здесь. Конечно, я поражен масштабом. Здесь, по-моему, вся республика. Здесь очень аутентично, очень много этнографии. Много интересного узнаешь и про народ Якутии, и про улусы, и про национальные, так сказать, достояния. Огромное впечатление. Очень все ярко, организованно, безопасно. Прекрасно. Каждый год с дочерью, с семьей все ездим на праздник. Мужчины на спортивные соревнования смотрят, а мы с дочерью смотрим культурную программу. Все люди красивые, подготовились, все радуются, счастье. И всех поздравляю с праздником. Древний якутский праздник, посвященный общению с небом, зримым символом которого у народа Саха является солнце, из года в год проводится во всех уголках республики Саха. Уехавшие за пределы родной республики жители тоже празднуют ИГЭХ, где бы они ни находились. Так народ Саха отдает дань уважения и чтит традиции предков.